недавнего времени улицы города Сибай украшают новые красивые жилые дома. Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, которая началась в 2009 году, практически завершена. Эти дома оборудованы подъемниками для инвалидов-колясочников и евроокнами. Здание не только приятно радует прохожих, но и по нраву самим жильцам. В мае месяце маме дали квартиру, как вдова ветерана войны. Мы жили в деревне Туэляс. Там, конечно, условия у нас, не скажу, что ахти, но бани не было, условий для проживания. И вот 1 июля мы сюда заселились, в эту квартиру. По поводу квартиры скажу, квартира очень хорошая. Естественно, после вот этой вот из деревни, из такого аварийного дома, переехать в такую квартиру, у нас однокомнатные. В общем, скажу, дом хороший и квартира хорошая. Программа была разделена на 4 этапа. Последний этап заселения завершится уже в декабре. Проект рассчитан до 2017 года, однако переселение из аварийного жилья в Сибай идет с опережением графика, так как застройки расселения ведутся параллельно. Всего в строительстве задействованы 3 организации – Закрытое акционерное общество «Строймеханизация» и Общество с ограниченной ответственностью «Ремстройцентр» и «Оптима-С». Сейчас, у нас готовится к переселению программы 3-го этапа. Это в строящиеся дома Закивельди 49, куда въедут 56 жителей. И 9-этажный дом, который уже сдался по индустриальному шоссе 16/3. Просто сейчас идут подготовительные работы. Управляющая компания принимает данный дом. Дальнейшая жизнь данной программы, она практически по Российской Федерации 2017 год, но она продолжение будет иметь уже в рамках других требований. Поэтому будем работать над этим, смотреть, что дальше. Потом также будем проводить инвентаризацию нашего жилищного фонда. Поэтому работа будет дальше продолжаться. Напомним, что какой дом включен в программу, в каком году он будет расселяться, может узнать любой желающий, зайдя в раздел «Переселение граждан» на сайте реформы ЖКХ. Евдокия Титаренко, Алик Кадыров, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.